спрашиваю. 1 июля 2015 года. Москва. Мотор. Ну, значит, я представлюсь, меня зовут Анастасия Теплякова. Я не знаю, была ли там информация, наверное, не было. Но в 2 словах расскажу про себя. Значит, я изучаю тибетскую медицину, занимаюсь тибетской медициной уже 15 лет, с 2000 года. Вначале я изучала ее в Забайкалье, при Ягинском Дацане, там есть академия. Я там 4 года училась. Потом мне повезло стажироваться немножко в Мансиканге. Это один из основных институтов тибетской медицины, который находится в Dharamsala в Индии. Ну, этот институт основан Далай-ламой, то есть там тибетцы преподают. И после этого я еще училась тоже у разных тибетских учителей, в частности, у доктора Ниты Чинансанга, у профессора Ванду из Лхасы. Вот теперь помогаю Гешерни Чинтандине. То есть вот у разных тибетских учителей. И, собственно, практикую медицину, перевожу. Вот. Такой у меня есть опыт. Поэтому, наверное, могу немножко рассказать. Все, теперь приступили. Ну так вот, и тибетская медицина, значит, какое-то отношение она имеет к Тибету. Ну, наверное, вы знаете, да, где находится Тибет. И если подумать, то в действительности то, что мы знаем под названием тибетской медицины, оно практикуется далеко за пределами Тибета. То есть, например, в частности, в Монголии, например, в Бурятии и монголы, традиционно в монголоязычных народов России, то есть там калмыков, например. И мало того, что она практикуется не только в Тибете, она в Монголии, например, считается традиционной монгольской медициной. Они не говорят о тибетской, они говорят о монгольской медицине. А в других регионах, например, в Непале или в Бутане, она тоже присутствует, и они там говорят о традиционной бутанской медицине. И поэтому, наверное, правильнее было бы говорить о том, что даже тибетская медицина что-то скорее гималайская медицина, то есть медицина, которая пришла из вот этого вот гималайского региона. И у нее есть самоназвание Сова Ригпа. Я не знаю, хотите писать вам? Ну, конечно. Писать? Да, не. И вот это вот словосочетание Сова Ригпа по-тибетски состоит из 2 слов. Из них сова, первая часть, оно означает исцелять, излечивать, и также у него есть значение взращивать что-то, вскармливать, вот в таком плане. Второе слово ригпа означает наука, то есть получается наука исцеления, или наука врачевания, то есть медицина. Но у этого значения слова ригпа есть еще другое значение, это можно перевести как осознанность. И в каком-то смысле можно было бы сказать, что вот этот вот термин Сова Ригпа, он означает как бы взращивание осознанности. И вот это вот очень важный момент, потому что мы все это время будем говорить, и все время, чем больше в это погружаешься, тем больше убеждаешься, что вот это вот знание, которое пришло из Тибета, что это именно о том, чтобы взращивать осознанность в своих действиях, в повседневной жизни. Поэтому тибетская медицина, она даже, может быть, не столько тибетская, потому что она пришла из Тибета, но она не только для тибетцев, не только для тех людей, которые живут в каких-то похожих климатических условиях. Она не только, можно было бы подумать, что она, например, буддийская, потому что тибетцы, вы знаете, они традиционно практикуют буддизм очень много времени, и монголы, и бутанцы, и так далее. Но вот у нас, здесь будда медицина просто. Интересный момент, что в науке Сова Ригпа, в начале, когда идет разговор о чистой стране Будды медицины,
вокруг него, ну вы знаете, вот буддийские божества часто окружают, то есть их изображают в мандале, вокруг их какое-то окружение. И вот медицинская вот эта мандала, она, наверное, единственная, в которой в окружении Будды медицины есть не буддисты. Более того, их там большинство. То есть там 4 группы учеников, и из них буддисты только одна группа, а 3 остальные, они вообще не буддисты. То есть это говорит о том, что это знание, оно универсальное, и оно вне религии. Не обязательно быть буддистом для того, чтобы это применять. Поэтому можно сказать, что вот эта вот наука Сова Ригпа – это наука целостная наука о балансе и о том, как его сохранять в любом времени, в любом окружении. То есть где бы вы ни жили, живете ли вы в Тибете 1000 лет назад, или живете ли вы в Москве в 21 веке, те принципы, которые в этой науке излагаются, они одинаково подходят для любых людей, любого окружения. И вот это как раз и есть очень ценный момент. Если сравнить медицинские системы, которые существуют на данный момент, то есть вот есть, например, мы все живем в западном мире, да, у нас тут западная медицина представлена. Но западная медицина в действительности на самом деле довольно молодая наука, потому что примерно в средние века она начинала формироваться, а в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, то есть это таким большим уклоном на фармакологию, причем на достижение химической фармации и хирургический такой уклон. То есть это, наверное, последние лет 100-150 только. Естественно, и до этого времени существовали какие-то системы, но большая часть из них, она не сохранилась. То есть, например, народная у нас вот здесь вот существует народная медицина, травничество, но большей частью она существует в виде каких-то таких вот фрагментов. Обрывки, то есть какие-то знания есть, может быть, кто-то, какие-то травники есть, но какой-то такой вот целой системы, в общем, не очень заметно. Была когда-то греческая медицина, которая обладала и системой, и всякими знаниями, но она в течение веков как-то растворилась и дала начало западной медицине современной, но при этом сама куда-то исчезла. И из древних систем на данный момент, скажем так, не будем брать Америку, я не знаю, что там у них существует, но в Евразии, по большому счету, существуют вот эти 3, то есть китайская медицина, аюрведа, индийская медицина и тибетская медицина, которые важны именно тем, что мало того, что они существуют в течение тысячелетий, то есть это очень древние системы, и они существуют непрерывно. То есть вот это вот знание, которое было там несколько тысяч лет назад, оно никуда не утерялось, но до сих пор они его бережно донесли. Все 3. И при этом это знание, это не какие-то отдельные обрывки, там берите такую траву или еще какую-то. Они существуют вот в этой именно системе. То есть есть знания о причинах, о их последствиях и почему в каких-то случаях используют одни методы, в каких-то случаях другие методы. И все это, конечно, очень ценно. В общем, как-то так исторически сложилось. То есть все эти 3 системы, китайская, аюрведа и тибетская Сова Ригпа, нужно понимать, что они, можно сказать, равноценны. То есть нельзя сказать, что какая-то из них хорошая, а остальные так себе недоделаны. Как-то так вот исторически сложилось, что лично я заинтересовалась тибетской медициной, и поэтому я могу рассказывать только про тибетскую медицину, а вы, видимо, пришли слушать тоже про тибетскую медицину, поэтому мы не будем говорить про китайскую или там аюрведу, просто они будем знать, что они есть, и что они тоже полноценные, самодостаточные системы. Я уже коснулась о том, что тибетская медицина, она очень древняя. На самом деле она
даже древнее, чем мы можем предположить. То есть, но считается традиционно в буддийских источниках, что цивилизация пришла в Тибет примерно где-то в веке VII. Цивилизация в смысле буддизм пришла в Тибет. И часто тибетские источники описывают все это в таком контексте, что вот, мол, до этого времени были такие дикие варвары, а тут, вот, значит, пришел свет, и стало все как-то развиваться, и появилась цивилизация. Но, конечно, так никогда не бывает, что варвары за один день сразу стали цивилизованными. И вот наука Сова Ригпа, есть данные о том, что ей, вообще иногда говорится даже 10 тысячах лет, но даже самый первый источник, записанный уже, появился 4000 лет назад, то есть это где-то 2000 лет до нашей эры. То есть это сравнимо с цивилизацией Древнего Египта, примерно по времени. То есть это очень-очень древнее знание, которое идет из самых глубин веков. Откуда же оно берется? Берется оно, во-первых, конечно же, из жизненного опыта людей. То есть люди, даже древние, соответственно, они живут, они что-то проверяют, что-то они едят, они замечают реакции там, организма своего на какие-то эти вещи. То есть такой вот эмпирический путь, его, конечно, никто не отрицает. То есть он обязательно присутствует. Второй момент – это наблюдение за животными. Понятно, что люди много тысяч лет назад были к природе гораздо ближе, чем мы сейчас. И, естественно, у них гораздо был более тесный опыт. То есть они могли наблюдать какие-то вещи на своем собственном примере. И поэтому вот в науке Сова Ригпа есть определенное количество растений, знания которых пришли именно из наблюдений за животными. И это прямо в текстах описано, что то есть люди наблюдали, что раненые животные для лечения ран там используют такие-то травы, и потом люди стали применять их сами. То есть это, даже я слышала цифру, порядка, наверное, 20 наименований растений разных. Еще один момент – это непосредственно прямой опыт и прямое переживание древних мудрецов, полученное в медитативном состоянии. И еще один источник, значит, я уже упоминала о том, что до прихода буддизма в Тибете все равно была цивилизация, и на самом деле это даже была не, собственно, тибетская цивилизация, а цивилизация страны Шаншунг. Вы слышали, наверное, об этом? Да? Вы тоже? Ага. Значит, тогда не нужно рассказывать, где эта страна была. Это страна Шаншунга, что у нее очень древняя цивилизация. И вот считается, что самый первый трактат по медицине Сова Ригпа был записан сыном Тонпа Шенраба. Его звали сына, собственно, Чебу Дрише. А Тонпа Шенраб – это основатель религии, традиции Бон, Юндрон Бон. И это было примерно 4000 лет назад, то есть уже появился первый письменный источник. Это на самом деле очень такой важный момент, потому что это предполагает наличие письменности, наличие вообще довольно развитой цивилизации. То есть если появляются какие-то письменные источники, не просто какие-то там предания. То есть до этого момента были, видимо, всякие разные предания и учения. И вот появился источник. После этого времени, конечно, знания на месте не стояли, они развивались. С закатом цивилизации Шаншунга это все перешло в Тибет, как раз вот примерно в VII веке. И дальше уже стало сохраняться в самом Тибете. И в самом Тибете в VII веке, в VIII веке нашей эры жил мастер, которого звали Ютоку Юнтен Гампо старший, и который создал прототип или прообраз
того, что мы знаем как 4 тантры Джучи. Это один из, ну не один из, самых главных текстов в тибетской медицине. Он его создал на основе вот этого первого трактата Бумши, и плюс на основе какого-то своего опыта обширного, и в том числе медитативного опыта. Но этот текст в те времена широко не распространялся. То есть он остался, говорится, есть легенда о том, что он был спрятан, как вот спрятанное сокровище Терма в колонне монастыря. Но вероятно, он в семье самого Ютога, он же не был монахом, то есть у него была семья и потомки, оно передавалось, но это было очень узкое знание, оно не широко распространялось. Пока в XII веке ни в семье Ютогбы не появился его потомок, и считается, что его перевоплощение, которое звали точно так же Ютог Йонтен Гампо, младший уже. Вот. И вот этот вот младший Ютог Йонтен Гампо на основании вот этого текста, первого текста 4 тантр, который был составлен предшественником, на основании собственного клинического опыта обширного, на основании своих обмена с другими традициями, то есть вот Ютогба и старший, и младший, хотя они жили в Тибете, они несколько раз путешествовали в Индию, провели там довольно много времени, и младший Ютогба и в Китае путешествовал, собирая медицинские знания, известные в тех традициях. Вот. И вот собрав вот это вот все вместе, составив единую систему, вот младший Ютог Йонтен Гампо составил текст 4 тантр, тот, который мы сейчас знаем. Та книжка, которая сейчас, к счастью, существует и в русском переводе, то есть ей, получается, уже 800 лет этому тексту. И когда вы откроете эту книгу, есть вообще разные традиции, то есть в самом тексте 4 тантр отсылается к Будде, к историческому Будде Шакьямуни. Говорится, что Будда передал это учение. Есть разные мнения разных ученых. Одни говорят, что это текст переводной с санскрита, дополненный там в Тибете. Ну вот есть такая версия, что ну и многие именно тибетские учителя ее придерживаются, что этот текст не переводной, по той причине, что он слишком целостный. То есть если бы это был бы переводной текст с позднейшими какими-то включениями, добавлениями, это не было бы все единой стройной системой, такой, как он является. В общем, как бы то ни было, 4 тантры, и тут от младшего Ютога. Дальше тибетская цивилизация в Тибете и, соответственно, медицинская традиция, она переживала расцвет. И за 800 лет было, конечно, со времен написания 4 тантр до нынешнего момента, было, конечно, огромное количество выдающихся ученых, и было написано огромное количество текстов и комментариев, и сейчас это все продолжает развиваться. В общем, если, не знаю, были кто-нибудь из вас в Тибете? Не были? Сейчас в самом Тибете тибетская медицина Саварикпа, она переживает бум развития, очень много клиник, и во многих из них происходят в том числе и исследования, то есть все продолжают составляться новые лекарства, то есть не только те, которые были классические, которые составлены много веков назад, но какие-то новые публикуются, поскольку она так сильно востребована, естественно, появляется интерес со стороны западной науки, есть много исследований со стороны западной науки, которые подтверждают эффективность тибетской медицины. В общем, развитие все это продолжается. Интересное было, я прочитала в интернете официальные версии, и как раз по поводу истории возникновения Джучи, там, видимо, чьи-то диссертации
Короче, все сборное, все по кускам. Из Индии взяли, из Китая взяли. И какие-то он там про Вайдур Яонбу говорит. И я понимаю в какой-то момент, что этот человек не читал ни то, ни другое. Вот стопудово, понимаешь, хоть я немного почитала, понимаешь, ну, понятно, что нельзя очевидные такие вещи называть, то есть, вот, во всяком случае, не верьте никому, кто там что-то где-то что-то говорит, то есть все проверяйте сами. Вот как Ася сказала, абсолютно точно, когда ты читаешь его, он такой цельный, что никак он, нельзя его было там скомпилировать из кусков. Это, кстати, возможно, мнение такое идет из того, что в самом Тибете, после того, как пришел туда буддизм, и вот эта вот религия, традиция Бон, она была отодвинута, ну, скажем так, на второй план. То есть вначале у них там были всякие Политические вопросы. Да, политические вопросы. Потом эту часть Бона признали как, ну, скажем, достойным существования. Вот. Но тем не менее, со стороны даже многих тибетских ученых, они как бы отрицали, ну, или, ну, можно сказать, или замалчивали вот эту вот преемственность. Да, цивилизацию страны Шаншунг из-за именно вот неприятия традиции Бон. И, вероятно, поэтому решили, что вот все хорошее, вот, например, буддизм пришло к нам из Индии, вот пускай и медицина она тоже пришла к нам из Индии. Тем более, что, конечно, очевидно, что наука Саварикпа и аюрведа, они в чем-то перекликаются и местами очень похожи. Но, или, допустим, с китайской медициной тоже есть какие-то параллели, но это не одно и то же. И это вот важный момент. Естественно, Тибет находился и находится в центре Азии, и, естественно, он взаимодействовал и обменивался знаниями со соседними странами, поэтому вполне логично, и ничего такого странного нет в том, что знания из индийской медицины попали в Тибет и были интегрированы. Но важно понимать, что это не индийская аюрведа, переведенная там, на тибетский язык. Иногда, кстати, такое встречается, что там тибетская аюрведа. Вот. А именно самодостаточная, полноценная традиция, систематизирующая все части, да. Которая существует с древних времен и до нынешнего времени. И вот сейчас посмотрим, что же... Ну, поскольку это медицинская традиция, в нашем представлении медицина это что-то такое, ведь то, что касается в первую очередь здоровья, правильно? Раз уж медицина, значит это про здоровье. И, естественно, все хотят быть здоровыми, сохранять там подольше это здоровье. И вот наука Саварикпа смотрит на состояние человека. Важный момент, что она его рассматривает в единстве с окружающей всей средой. Почему это так, мы будем подробно уже смотреть, разговаривать завтра, разговаривать про первые элементы и так далее. Но сейчас для краткости можно сказать, что идея основная в том, что человек, его и весь его организм, причем организм рассматривается не просто как вот физическое тело, ну как мы обычно привыкли, да, там руки, ноги, внутренности и все. А сознание наше это что-то где-то отдельное, это уже не медицина. Потому что мы не хотим, чтобы наше сознание относилось к медицине, рассматривалось с медицинской точки зрения. Это уже что-то нездоровое. Клиническое. Да. Вот. То есть это вроде как уже что-то другое. А наука Саварикпа говорит о том, что физический аспект тела, энергетический и вот это вот, можно сказать, ментальный, да, или уровень сознания, вот эти все три, они являются вместе совершенно неразделимыми, ну, даже не то чтобы частями одного целого, то есть можно было бы сказать, что это вот тело, энергия, сознание. Это не просто вот какие-то отдельные части, которые вот там как-то связаны. В действительности это что-то вот вообще вот такое вот, одно общее. И вот это вот одно общее в действительности еще и является единым целым и
неотделимой частью от окружающей среды, от того места, где мы живем, от климата и вообще от не знаю, сознания всех окружающих, которые вокруг нас. И, соответственно, поскольку вот эти внешние факторы влияют на нас, на самом деле это влияние, оно обратное, и человек может тоже влиять на внешнюю окружающую среду. Пример можно привести такой, то есть, в принципе, если я думаю, проблема в том, что мы обычно об этом просто никогда не задумываемся. Потому что если подумать, то это очень логично, что у нас, например, организм днем функционирует совсем не так, как ночью. И там, например, зимой не так, как летом. И у ребенка организм функционирует не так, как у пожилого человека. То есть вот эти все изменения, они все сказываются. И в принципе, конечно, если человек живет в каком-то одном климате, у него организм функционирует одним образом, люди, которые живут в другом климате, функционируют немножко по-другому. Это очень логично и естественно. И вот здоровье в науке Совари понимается именно как баланс, как вот такой вот динамический баланс внутри вот этой вот всей системы и с окружающим миром тоже. То есть, в общем, чтобы человек был... И когда вот все находится в балансе, у человека естественным образом возникает счастье, потому что, ну, а чего еще нужно, правильно? То есть если вы находитесь в том месте, в котором, то есть у вас есть гармония и внутренняя, и на внешнем уровне, то, в общем-то, больше для счастья ничего и не надо. Вот это вот здоровье, получается, что оно у нас существует на физическом уровне, как здоровье соматическое, и на ментальном уровне, как здоровье ментальное и психологическое. Поэтому вот баланс и вопросы баланса – это как раз краеугольный камень науки Сова-Ригпа. И сохранение этого баланса и поддержание этого равновесия. Но иногда бывает так, что этот баланс, он нарушается по разным причинам. Иногда он нарушается из-за каких-то внутренних причин. Например, человек, вследствие, допустим, неправильного образа жизни или, например, неправильного питания. Иногда он нарушается вследствие, можно сказать, причин не очень зависящих от человека, например, какие-нибудь, не знаю, аварии, катастрофы, или бывают какие-то внезапные заболевания, необъяснимые. Почему же человек жил, все было хорошо, а тут взял, вдруг заболел. И наука Сова-Ригпа, важный момент, что она располагает очень широким арсеналом средств для того, чтобы диагностировать вот эти все нарушения. То есть мало того, что надо вначале знать свою природу и понимать, что-то, от чего мы отталкиваемся, баланс, какой он был. Нужно еще уметь понять, что что-то не так, и понять, что именно не так. Диагностика в тибетской медицине, она очень широко развита. И не только там есть такие вещи, как опрос, это понятно, когда опросы там мы все знаем, обычно приходишь к врачу и спрашивают, что болит, когда болит. Но обычно наши врачи очень заняты, у них есть 5 минут на все про все. Но в тибетской медицине, конечно, такие вещи, как опрос, он обязательно существует. Но кроме этого, есть еще специфические вещи, которые в других системах, может быть, не так представлены или не так широко развиты. Есть диагностика по пульсу, это очень
особенность тибетской медицины. В китайской медицине, насколько я знаю, она тоже существует, но она совсем другая, не такая, там они, у них все по-другому. Есть важный момент диагностика по моче, то есть когда осматривается моча пациента, и врач на основании этого ставит диагноз. Опять же, моча осматривается совсем не так, как в западной медицине. Интересно, что я несколько раз сталкивалась с тем, что, например, моча, которая с точки зрения тибетской медицины явно нездорова, у человека явно есть признаки нарушения, но при этом западный, обычный анализ ничего там не находит. Говорит, у вас все в порядке. Ну и естественно, поскольку тибетская медицина, она очень древняя, поэтому там не было всех этих современных приборов, которые позволяют там смотреть лейкоциты или еще чего-то. То есть вся эта диагностика, она строится на каких-то субъективных, на, как называется, органолептический метод. То есть когда смотрится цвет, запах, вкус, или там пузырьки, как оно взбалтывается, и осадок там, и прочее. Конечно, осматриваются не только моча, еще осматриваются такие, кожа, например. Если у человека есть какой-то, это внешнее какое-то повреждение, если используются какие-то внешние процедуры, то, какие-то тоже характеристики, например, являются ли мышцы плотными или они там расслаблены. У нас обычно, врачи тоже смотрят живот, но в тибетской медицине не только живот, и все остальное. Но основные такие это опрос, осмотр пульса, осмотр мочи. Еще осмотр языка тоже важный, такой момент диагностический. И когда врач уже разобрался, что же с человеком не так, то при этом используются средства для того, чтобы вот этот дисбаланс устранить, нужно какие-то, естественно, средства применять. И средства этих 4 – это питание, образ жизни, лекарства и процедуры. Интересный момент, что почему вообще все это может действовать, почему, изменяя, например, образ жизни, мы рассчитываем на то, что у человека что-то там в организме поменяется. Какая разница, ходит он на работу пешком или ездит на машине, например. Идея в том, в этом взаимном влиянии. И по-тибетски оно называется тенджел или взаимозависимость. Поскольку человек, он, получается, имеет такую же природу, как и все окружающее, соответственно, с помощью внешних средств можно повлиять на то, что происходит внутри, в частности, на состояние здоровья. И вот эти 4 средства, я уже перечислила: питание, образ жизни, лекарства, процедуры. Из них питание и образ жизни часто недооцениваем, поскольку мы живем в западной культуре, и когда мы слышим слово медицина, мы все равно склонны, автоматически, в силу нашего языка. У нас есть такое представление, что это когда заболел, тогда идешь к врачу и получаешь лекарство. А повседневный стиль питания – это вроде как что-то не из этой области. Но в действительности это не так, конечно же. И, в принципе, западная медицина тут тоже совершенно солидарна в том, как мы питаемся, что мы едим и как мы себя ведем, является причиной, я не знаю, процентов 80 или даже, может, 90 заболеваний в отдаленной перспективе. Проблема в том, что часто это время, которое происходит между тем, когда мы что-то там делаем неправильно, и итогом, оно очень большое. Может пройти 10 лет или 20 лет, например, неправильного питания, а потом у человека вдруг почему-то сахарный диабет появился. И он, конечно же, не помнит и не вспоминает, что всю жизнь ел конфеты и булочки. И поэтому, то есть это питание, образ жизни – это очень важные инструменты. И самое
ну, не знаю, ценное в том, что если лекарства и процедуры может применять, ну, в принципе, врач, или там только врач, да, он может уже назначать лекарства или проводить процедуры, то питание и образ жизни мы можем регулировать сами. То есть если мы разберемся, как мы устроены, то есть поймем вот эту вот нашу собственную природу и поймем, как именно внешний мир на нас влияет, то, соответственно, мы сможем вот это вот влияние регулировать и следить, и, ну, то есть как бы не позволять ему быть вредоносным, следить, чтобы оно было именно в таком гармоничном ключе проходило. И, собственно, вот это, наверное, цель этого курса, чтобы дать какие-то первоначальные такие рычаги для того, чтобы вам свою жизнь проанализировать и понять, может быть, что-то вы где-то делаете не совсем правильно, и как это можно исправить. Что можно исправить. Когда дело доходит уже до, ну, конечно, какие-то заболевания, они достаточно серьезные, и их просто одним только изменением питания, образа жизни не излечить. Существуют лекарства. Лекарств, конечно же, существует огромное количество. Говорят даже современные тексты про там, то ли 5000, то ли чуть ли не 10 тысяч наименований. А в реальности, конечно, каждый врач использует свой набор, и он, конечно, гораздо меньше. У кого там 100, может быть 200, но не все 50. Но в любом случае это очень обширный арсенал. Лекарства в тибетской медицине, они создаются, ну, естественно, они создаются из натуральных компонентов, но это не только травы, как вот можно предполагать. Туда входят еще и есть минеральные компоненты и некоторые животные компоненты. Конечно, не во все лекарства, не всегда, но периодически они применяются. И интересный момент заключается в том, что тибетская медицина, вот вроде бы она пришла из Тибета, но когда она пришла в Монголию, а потом она пришла в Бурятию, они стали использовать местные травы. По разным причинам, может быть, некоторые были недоступны. И более того, в Тибете они делают то же самое. То есть некоторые виды сырья, они, допустим, традиционно должны были быть из Индии, но в Тибете используют местные тибетские. И даже есть такое высказывание о том, что нет на земле ничего, что не могло бы быть лекарством. То есть если кто-то овладеет очень глубоко знаниями науки Сова Ригпа, то в принципе ничего не мешает нам здесь использовать наши собственные травы вот в этом вот контексте. И вот в эти несколько дней мы увидим, может быть, какие-то некоторые моменты, на что мы можем опираться. Кроме такого обширного арсенала лекарств, есть еще процедуры. И процедуры, они, ну, виды внешнего воздействия, они тоже очень развиты. Причем процедуры, часть из них, ну, в тибетской традиции относятся к лекарству, но мы, может быть, сказали бы, что это процедуры, так называемые очищающие лекарства, которые используются для того, чтобы выводить заболевания наружу. То есть это, например, слабительные или животные. То есть когда человеку что-то назначают, и потом, допустим, он потом идет в туалет, и вместе с массами с этими выходит его заболевание. После этого он себя чувствует хорошо и больше не. И есть еще то, что, собственно, сами процедуры. Процедур тоже 6 видов. Такие, как, может быть, кто-то из вас сталкивался, такие как массаж, такие как кровопускание, еще называется прижигание или прогревание. Но в Тибете традиционно это было скорее именно как прижигание. Когда это шло до нас, в силу западного менталитета, оно скорее стало похоже на прогревание. Вот эти полынные свечи? Да, в Тибете используют, то есть их сжигают прямо до состояния ожога. Угу.
То есть их не Их ставят кожу? ставят конусы, да, их сжигают до состояния ожога. Мгм. Вот, на Западе так не делают, и просто прогревают локально этот участок. То есть, в общем, идея в том, что арсенал средств вот этой вот науки Сува-Ригпа, он необычайно широк. И, в принципе, можно выбрать и подобрать разные комбинации вещей для любых заболеваний. И вот целями науки Сува-Ригпа, я уже говорила, две главные. Первое – это профилактика. И профилактика, обычно мы это все недооцениваем, мы думаем, что профилактика – это только прививки от гриппа перед тем, как идет эпидемия. Вот. В действительности, конечно, если человек ведет правильный образ жизни и правильно питается, то практически у него нет шансов заболеть, если, конечно, у него не случится что-то экстраординарное, типа там катастрофы, телеаварии. И второе, если уж баланс вот этот нарушен, то есть лечение и восстановление баланса с помощью вот средств лекарственных или там процедурами, и плюс предписание по образу жизни и диете. Ну так вот, и, значит, для чего нам вообще эта вся наука Сува-Ригпа? Мы уже посмотрели, значит, это профилактика. Профилактика строится на том, что когда мы очень хорошо поняли себя и поняли, как мы связаны с окружающим миром, то мы можем сохранять вот этот баланс и сохранять активность в течение долгого времени, потому что, конечно, все хотят быть здоровыми, жить долго. И мало того, что жить долго мы хотим качественно, правильно? Мы не хотим быть какими-нибудь лежачими пациентами и 20 лет лежать на кресле, сидеть на кресле инвалидом. И вот эти вот слова про баланс и связь я буду все время говорить. И то есть с помощью вот этих вот 4 методов мы можем все это делать. Ну, я уже упоминала о том, что тибетская медицина, она самодостаточная система. У нас сейчас есть такое представление, опять же, поскольку мы живем в западном мире и волей-неволей мы все равно принимаем на себя вот эти вот реалии, какие вокруг нас есть, нам кажется, что западная медицина, хотя мы, может быть, где-то против нее настроены, но вот диагностический момент очень точный, он нам всем обязательно нужен. Конечно, хорошо, когда это есть, но это не обязательно, потому что в течение вот веков и тысячелетий, когда наука Сува-Ригпа существовала, она существовала же без всяких этих современных западных средств. И, в принципе, тех методов, которые существуют, их может быть достаточно для установления диагноза и назначения правильного лечения. Но есть один существенный момент, поскольку я уже упоминала, что постановка диагноза, она ставится во многом ставит врач, используется субъективный метод, то есть, например, пульс, который невозможно как-то объективно проверить. Но объективно можно проверить частоту ударов, их, например, регулярность. Вот. А все другие характеристики, вроде есть сейчас какие-то там машинки для измерения пульса, но я не знаю, насколько в действительности они хороши или нет. То есть в науке Сува-Ригпа очень важен фактор врача, того, кто, собственно, лечит, того, кто подбирает лечение или проводит диагностику. И поэтому, естественно, врачи, которые хорошие, которые опытные, они с неба не падают, они все когда-то были неопытными студентами. И поэтому, то есть,
человек, который может быть, и наоборот, соответственно, человек, который может быть сейчас неопытный студент, может быть, через 20 лет он станет выдающимся мастером. Поэтому хорошо, что в настоящее время западная медицина и наука Сувари помогут друг друга дополнять в плане, например, диагностики. То есть, например, часто бывает так, что люди приходят к тибетскому доктору после западной диагностики, например, там разочаровавшись в каких-то западных средствах. Но они приходят уже с анализами, установленными диагнозами, они уже знают, с чем они пришли. Бывает наоборот, когда человек обращается, еще сам не знает, что с ним происходит, но вот что-то не так. И в некоторых случаях, например, конечно, хорошо провести еще и западное обследование параллельно с тибетским. Ну, например, если врач тибетской медицины подозревает, что у пациента камни, например, где-то есть, вот это можно проверить и установить. Или если подозревают какие-то серьезные нарушения, например, онкологические, хотя ну, с онкологией вообще дело сложное и в западной медицине, и в тибетской тоже. Поэтому, если есть возможность перепровериться с точки зрения западной медицины, это очень хорошо и не стоит этим пренебрегать. Но важно понимать, что и без этого врач тоже может назначать. То есть это не является чем-то очень необходимым. Это хорошо, если есть, но без этого тоже можно. Тибетская медицина, как системная медицина, мы вот будем в дальнейшем говорить и все время говорить о энергетических системах. То есть это даже не столько не один какой-то орган, не баланс в каком-то одном органе, а целый комплекс процессов, которые происходят в организме, и которые в науке Сова-Ригпа объединяются во что-то вот одно, какую-то вот такую единицу. Поэтому средства и лечение, которое назначается в контексте науки Сова-Ригпа, лечит организм в целом, не просто какой-то отдельный орган. Но опять же, сравнимо, если сравнивать с Западом, по крайней мере, может быть, это не проблема самой медицины, а проблема устройства нашего здравоохранения. У нас ведь все очень узко. То есть, если вас пришли к кардиологу, то он не будет заниматься женскими проблемами. И наоборот. И хуже того, что когда у человека есть какое-то системное, например, заболевание, часто бывает так, что разные врачи, они... то есть, вы меня поймите правильно, я не хочу сказать, что там врачи плохие или еще что-то. Но на практике получается, что это не в интересах пациента. Когда он приходит, например, у человека, не знаю, гипертонические заболевания, еще там какие-то. Вот он приходит сначала к кардиологу, кардиолог ему выписывает там какие-то лекарства, какое-то назначает лечение. А потом, например, женщина приходит гинеколог, и он со своей стороны начинает. И никто не занимается тем, чтобы это все соединить в единое целое, чтобы подобрать общую методику лечения. Часто и в итоге получается, что человек должен принимать горсть такую лекарств на завтрак, обед и ужин. В серьезных случаях. Еще для печени что-нибудь. Чтобы все это переварить. В тибетской медицине такого нет, потому что врач один, там нету кардиологов или хирургов или терапевтов. И вообще традиционно хирургия, она тоже присутствовала в науке Сова-Ригпа. И она, в принципе, сейчас присутствует, просто не очень она востребована. Крайний случай, да, наверное? Естественно, потому что, конечно, западная хирургия намного более развита, чем чуть что сразу резко. Давайте разрежем, посмотрим, что там. Я имею в виду, если какие-то травмы или если какие-то серьезные операции, в общем, это логично и понятно. Я просто к тому, что к тому, что, во-первых, это все присутствует в медицине и в тибетской тоже. К тому, что если у вас нет какого-то такого экстренного случая, то врач,
он видит всю картину вместе. То есть и возможно, что у человека, например, вот у этой женщины гипотетической, проблемы с сердцем, они возникли из-за нарушений в женской сфере. И решив эту проблему, автоматически решаются проблемы с сердцем. И это, конечно, очень большая ценность. Еще одна большая ценность заключается в том, что часто бывает так, что у человека уже возникают какие-то симптомы или какие-то неприятные ощущения, которые еще клинически никак особенно себя не проявили. То есть если он приходит, сдает анализы все более-менее в норме. Но человек испытывает явное нарушение, не знаю, нарушение сна, например. То есть в таких случаях, когда заболевание еще нет в какой-то начальной стадии или там, допустим, средней стадии, не дошло еще до каких-то органических нарушений, то, конечно, вот, знание СОВА-ритма может быть очень полезным. Однако у науки СОВА-ритма тоже есть ограничения. И эти ограничения признает сама эта наука СОВА-ритма. Говорится, что существует огромное количество заболеваний. Традиционно говорится о том, что их там 404 вида. И один из этих видов – это кармические заболевания. То есть это заболевания, вызванные тем, что люди делали что-то неправильно в прошлых жизнях. Проявляются в этой жизни они как тяжелые, внезапно возникающие и, в принципе, смертельные заболевания, которые невозможно вылечить. То есть, ну, опять же, пример, какие-то генетические заболевания маленьких детей, которые возникают, там, появляются с рождения. Понятно, что это ребенок не успел еще ничего там такого наделать со своим питанием, что у него уже там какие-то отклонения. И такие заболевания, они с помощью тибетских средств, конечно, никак не лечатся. А западная медицина в некоторых случаях может помочь. Я слышала про... Но опять же, у детей бывают там какие-то операции, когда ребенку, если там, как называется, неонатальный период, да, сразу после рождения проводится какое-то вмешательство, или даже в некоторых случаях можно провести даже внутриутробное вмешательство и предотвратить развитие вот этого генетического заболевания, и, собственно, сохранить человеку и жизнь, и здоровье, и так далее. И это прекрасное достижение. Второй момент, конечно, это экстренные случаи. Тут понятно, что если человеку требуется там, переливание крови серьезное, или там, какая-то, ну, сами понимаете, серьезные там, последствия аварии, например, то, конечно, западная медицина или реанимация во многих случаях, если бы ее не существовало, то человек ушел бы гораздо раньше. Ну и хирургия западная, особенно сосудистая хирургия и нервная, они, конечно, очень замечательные. В общем, идея в том, что вот это вот знание науки СОВА-ритма, они не идут против современной медицины или против прогресса, или против там, современной диагностики. Они должны идти параллельно, но при этом не быть отрицаемыми со стороны современной западной медицины. Потому что мы часто, конечно, слышим такие мнения, что вот все, что не современная западная медицина, что это какое-то шарлатанство или там танцы с бубном. Так вот, это совсем не танцы с бубном, а серьезная логическая наука. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Не успели. У меня про души вопрос. Я слышала, в каком-то 78 году, да, вы издавали? Вы говорите про это издание? С переводом на русский язык такая история. Вот, да. Этим занимались в Бурятии, и там был такой замечательный переводчик Дандар Базаржапович Дашиев, который проделал гигантскую работу, он перевел весь Джудшин. И просто эта работа, она издавалась в несколько этапов. Они действительно в 80-е годы издали, ну, естественно, он уже переводил книгу поэтапно,
И она издавалась также поэтапно. Джучи, соответственно, 4 тантры, и переводились 4 тантры, первая, вторая тантра основ, тантра объяснений и заключительная тантра, они очень маленькие, ну как, они не очень маленькие, но они меньше, чем третья тантра, которая самая большая и посвящена лечению заболеваний и так далее. Вот. И поэтому он перевел первую, вторую, издали книжку, потом он перевел заключительную тантру, тоже издали книжку, потом он стал переводить тантру наставления, ее издавали частями. Это было в 80-х годах. После этого этот перевод подвергся существенной редакции, и в начале 2000-х его переиздали полностью. Вот если вы пойдете на сайт, я не знаю, там на сайте есть или нет, есть такой очень хороший сайт, называется Kunpen Delek. Может быть, кто-то знает? В общем, Kunpen.Delek.ru. Даже если вы русскими буквами напишите в поисковике, все там Kunpen.Delek. Вам выдаст ссылку на этот сайт. И на этом сайте есть библиотека. В ней приведены книги, наверное, почти все, что существует по тибетской медицине на русском языке на данный момент. Там очень большая коллекция. И у них там можно скачать эту книжку. Причем вот эта последняя редакция. Конечно, там есть всякие моменты не совсем точные, но любой переводчик, конечно, делает. Любой человек может делать ошибки. А вообще, кстати, эту книжку можно даже и купить. Поищите Джучи. Где-то я видела в каких-то интернет-магазинах. Вот я слышала такую версию, что вообще современный перевод и покупать не стоит, что вот этот как вам сказать? старый хороший. В смысле, нет. Старый Я видела хуже, такой, наоборот. Старый намного хуже. Зеленый в стихах, старая книга, у меня у знакомого лежала, я у него все забрать пыталась, и он в итоге ее куда-то дел, кому-то подарил. Дело в том, что она много раз, много-немного, но несколько раз она переиздавалась разного цвета. Я помню, что была когда-то она, самое первое издание, коричневое, какие-то из них была зеленая, старая. Потом был один том, вот такой вот толстый, желтый суперобложки Джучи. Потом они вот этот вот толстый том один переиздали в 3 зеленых книжечках. Но это уже новый перевод. Вы смотрите, чтобы это был перевод какой-то, я не знаю, в районе, там, наверное, написано, что переиздание, там, 2000 года или что-то такое. Вот, потому что вот этот переизданный, самый первый перевод, он, не очень хороший, конечно. Вот этот исправленный перевод, он намного лучше. А заслуга Тандара Базаржаповича в том, что он перевел на самом деле не только Джучи. Он успел, к сожалению, он несколько лет назад ушел уже из жизни. Вот, он успел перевести «Голубой берил», его издали буквально полгода назад. Он вышел на русском языке. Это один из самых больших и авторитетных комментариев на Джучи. Он больше, чем Джучи в 3 раза. То есть это книжка на 1200 страниц вот такой вот толщины. На русском языке это единственный язык, на котором, может, на монгольском тоже есть, но на западных языках ни на каком нету. Вообще на русском языке в этом плане нам, конечно, очень повезло, потому что на русском языке существует литературы на тему науки Суварик по тибетской медицине намного больше, чем на западноевропейских языках. То есть я точно знаю, что даже на английский язык Джучи еще переведен не полностью. То есть у них переведена 1-я, 2-я тантра, может быть 4-я. Вот 4-я, я не знаю, 3-я точно не переведена. На немецкий переведены 1-я и 2-я, и все. А у нас на русском языке есть, наверное, с десяток книг, переведенных на русский язык. То есть это намного больше. И, конечно, если вы всерьез и глубоко собираетесь изучать тибетскую медицину, без вот этого текста «Голубой берил» вам не обойтись, потому что это очень важный комментарий.
И он подробно объясняет то, что в самом тексте 4 тантр говорится кратко. Единственный момент, сейчас еще многие путают. Есть атлас тибетской медицины «Голубой берил». И есть Вайдурья Онба. Атлас – это иллюстрации к Вайдурья Онба. То есть если вы видите вот этот вот, ну, что написано «Атлас тибетской медицины Вайдурья Онба», издан там 98 год, то это хорошо, но это в основном картинки и немножко текста. А сам комментарий, он издан вот, я не помню, какая там дата, может быть 14-й год, но он официально вышел из печати вот в феврале 15 года. И там почти нет картинок. Еще какие-нибудь вопросы? Если заболевание возникает у ребенка, но не сразу после рождения, ну, например, лет 12, то это получается не кармическое заболевание. Тут вообще сложный момент, потому что кармические заболевания, они могут настигнуть нас в любом возрасте. И мы в действительности никогда точно этого не знаем. Но кроме каких-то совершенно очевидных случаев, там, тяжелых там, генетических заболеваний у совсем там новорожденных детей, во многих, то есть, допустим, с той же онкологией, например, до сих пор точно неизвестно причины ее возникновения. То ли они, есть какие-то вещи, которые на это влияют, но такого, как вот, например, с гриппом, да, что сказать, что вот вирусы вызывают грипп. И если у нас не будет вирусов или у вас будет прививка от гриппа, то у вас не будет гриппа. То есть прямая причина, прямое следствие. Вот. Со многими заболеваниями такого нет. Поэтому кармическими называются, можно считать, что заболевание кармическое, если оно возникло внезапно, если оно тяжелое, и оно никак не поддается лечению. То есть если человек заболел 12 лет, но может быть он трудно болел, но потом его вылечили, то значит хорошо. Потому что есть класс заболеваний, которые называются, что они возникли от смешанных условий, то есть карма прошлой жизни и условий в этой жизни. То есть еще если нет условий для кармы прошлой жизни, и в этой жизни, допустим, нет условий, то болезнь может и не развиться. Значит, смотрите, условиями называются неправильное питание, неправильный образ жизни, влияние сезонов, и еще такой момент, который называется, говорят, провокации, или духи, или негативные влияния. Это негативные влияния невидимых существ, которых мы обычно не видим, но тем не менее они существуют, и которые считаются, что они вызываются вот этими негативными воздействиями. Выглядеть это может точно так же, как и любое другое заболевание. То есть, например, у какого-то человека, например, сахарный диабет. Но у одного человека сахарный диабет из-за того, что он всю жизнь ел булочки и конфеты, у другого сахарный диабет, потому что он в прошлой жизни ел булочки и конфеты. У третьего человека сахарный диабет, он не ел никакие булочки и конфеты из-за влияния негативных вот этих вот сущностей. Вот. А у четвертого человека состояние похожее на сахарный диабет, само прошло. То есть выглядеть это одинаково, а причины разные. И в действительности вот мы, как обычные люди, не очень-то можем разобраться, от чего, в глубинных причинах. В некоторых случаях это очевидно. Человек всю жизнь курил, а потом у него там рак легких. Тут более-менее понятно. Вот. А бывает, человек и всю жизнь вел здоровый образ жизни, и не курил никогда, у него все равно рак легких. На практике было два выдающихся учителя, такой мастер Тружуцинам. Это вообще один из величайших докторов 20 века и, наверное, один из вообще величайших докторов в тибетской медицине вообще за всю ее историю. То есть у него совершенно показательная история жизни. Он родился в 26-м году, и до вот этих вот присоединения Тибета к Китаю он успел получить полностью образование, причем он
получил очень хорошее образование, и очевидно, что он был таким смышленым человеком. Вот. И он как раз в начале 50-х стал кенпа, то есть настоятелем монастыря, который назывался Труру-гён, поэтому вот имя Труру Цинам, то есть Цинам из монастыря Труру. Потом случилось вот это вот присоединение Тибета, там культурная революция, он был арестован, посажен в тюрьму, 10 лет провел в этом самом в лагере. А он благодаря своим способностям, то есть он получил очень такое разностороннее образование. Ну, он не только был сведущим знатоком, мастером дхармы, он был еще знатоком санскрита, и он получил очень хорошее образование именно в области тибетской медицины. Вообще надо сказать, что в Тибете, в традиции там говорится о так называемых 5 больших, 10 науках. Вот, 5 больших и 5 малых. И эти 10 наук, они, можно сказать, обязательны к изучению для любого человека, который хочет считать себя, скажем так, образованным. Поскольку образование было всегда в монастырях, медицина, она входит в число 5 больших наук. И поэтому очень многие ламы тибетские, даже которые вроде бы от медицины далеки, они имеют определенные познания в медицине, но это как бы обязательный предмет в школе. Вот. Но вот у этого Труру Цинама у него было, ну то есть это была как одна из его специализаций. Он не просто в школе проходил, он специализировался. И когда он попал в лагерь, он вот, ну такой момент очень показательный, что он не прекратил заниматься медициной, он продолжил заниматься ей в лагере. Причем, ну понятно, какие у него там могли быть условия. То есть он, если травы какие-то использовать, он мог использовать, наверное, только то, что вот росло вот под ногами в этом лагере. Больше ничего. Он же не мог там заказать себе сырье из Индии, столочь и сделать порошок. Вот. Может быть, какие-то простые процедуры, то есть вот буквально только то, что можно сделать на коленке. Вот. И вот за 10 лет на вот этой вот коленке он настолько прославился, что его из этого лагеря освободили, и более того, перед ним извинились. Представляете? Китайцы. Да, китайцы. То есть он стал лечить там заключенных, потом, наверное, этих охранников, а потом его выпустили, извинились, сказали: извините, пожалуйста, мы вас арестовали, думали, вы лама, а вы, оказывается, врач. Вот. И он получил сначала разрешение практиковать вот в этой маленькой деревне, где был этот самый лагерь. Потом он стал все более и более известен. И благодаря этому человеку, наверное, вообще сохранилась традиция драгоценных пилюль. Ну, знаете, да, слышали про такое? Нет, не слышали? Которая выпивается. Что? Которая одна выпивается, да? Это драгоценно. Но не обязательно. Ну, не обязательно она одна, или те, которые по одной, это не обязательно драгоценные. Вот я упоминала про то, что есть много разных видов составов, и среди них самые высшие, как бы самые сложные формы являются вот эти вот драгоценные пилюли. А называются они так, потому что, во-первых, они сделаны в прямом смысле из драгоценностей, то есть туда входят драгоценные металлы, там золото, серебро, драгоценные там камни разнообразные. Второй момент, что это очень сложное в приготовлении лекарства. Все вот эти компоненты, они требуют очень большого искусства и знания того, как их надо обрабатывать. Никто не кладет золото, вот прям вот там взяли кольцо, покрошили и все. Все вот компоненты нужно обрабатывать, и нужно, там есть очень много нюансов, как это делать. И эти лекарства, они самые многокомпонентные, то есть самый из них такой многокомпонентный состав, Дранжор, он включает, там, по-моему, 160 с чем-то компонентов входит в состав. Вот. И вот этот вот самый учитель Труру Цинам, он владел этим методом, и где-то, наверное, в годах уже в 80-х
он дал поучение про то, как их... То есть, поскольку это такой метод очень сложный, очень немногие вообще владеют этой передачей. Это не просто должно быть знание из книги, это должно быть личное поучение, то есть человек на опыте должен видеть, до какой степени что Ну, без сделать. эмпирики. Ну да. Вот. И вот он через какое-то время после своего освобождения несколько раз передавал поучение по изготовлению этих драгоценных пилюль, и таким образом они в Тибете сохранились. То есть если бы он, например, за эти 10 лет погиб бы в лагере, не знаю, там, от голода, от боли, там, не знаю, еще чего, то неизвестно, возможно, эта традиция вообще была бы утеряна. Вот. И вот этот вот человек, он был учителем доктора Ниды, и этот мастер, он, помимо всего прочего, он был еще мастером традиции Видок Нитика, и он ее тоже передавал. И доктор Нида получил свою передачу Видок Нитик именно вот от этого мастера. Но, может быть, у него еще были учителя Вандо какие-то, не какие-то, а там такой дедушка Ван Джаньян. Вот. Но, в частности, вот от этого мастера, который очень... И он умер относительно недавно, по-моему, в 2001 году. Этот мастер. Вот. Таким образом. То есть вот Юток Нитик, вот эта книжечка будет с линией передач. А, там, кстати, есть написано эта линия передач. Вот она идет именно через таких мастеров. Все, вот 2 июля.